Ну а мы продолжаем наш цикл передач из Стамбула. Выяснилось то, что очень много студентов приезжают сюда учиться. Это на самом деле распространено, не так уж дорого и довольно качественно. Во всем этом я хочу сегодня разобраться, узнать, кто на этом зарабатывает, сколько и насколько это популярно. Погнали! Мы решили встретиться с человеком, который занимается тем, что помогает кыргызстанским студентам поступить в турецкие университеты. Я надеюсь, он с нами поделится всевозможной информацией, как они на этом зарабатывают, сколько для студентов это стоит, вообще насколько это реально поступить, да, и насколько сложно продолжить обучение. Погнали! Айбек, добрый день. Салам алейкум. Как приехали? Отлично. Добро пожаловать. Спасибо. В Турцию, университет. Рад вас видеть. Ну, ты уже слышал, да, что я хочу от тебя узнать? Да. Я уже посмотрел ваши видеоматериалы, поэтому готов на 100%. Окей, ну поехали. Поехали. Надо сказать пару слов об университете, в который мы приехали. Он называется ОЗЕИН. Это частный университет. Здесь какое-то сумасшедшее количество площади, где-то 22 гектара площадь всего университета. Здесь в одном месте расположены спортивные сооружения, кампусы, обучающие центры. Ну, в общем, все в одном месте. Здесь есть магазины, кафешки, рестораны. В общем, отдельное государство. Очень приятно учиться здесь. Мы, конечно же, не смогли проехать по всем университетам, потому что это просто очень долго. Но нам сказали, что государственные университеты ничем не хуже. Мы вставим ссылочки на эти университеты, и вы уже сами оцените. Стоимость обучения в частных, она выше, в государственных гораздо ниже. Но именно этот университет чем отличается? Здесь самый высокий процент трудоустраиваемости выпущенных студентов, что, на мой взгляд, немаловажно. Айбек, давай начнем с общего. Почему вообще кыргызстанцы приезжают в Турцию для получения высшего образования? Это же, наверное, дорого. Да. Почему приезжают? Вы кто такие? Я вас не звал. Это, во-первых, цена, качество, предоставляемое университетами Турции. Как вы сказали, здесь, если честно, недорого. Недорого? Да. Ну-ка, давай поговорим по цифрам. Многие сперва думают, что дорого. То есть я за тоже рубежом, думаю, что Турция. Дорого. Я вот смотрю тут на этот универ, и у меня прям сразу ценник такой. Чук-чук-чук-чук-чук. Вырисовывается уже, да? Да. Например, здесь в Турции университеты делятся на два. Это частные и государственные. Государственные поддерживаются государством. Да ладно. Туда выделяют большие деньги и со студентов берут маленькую сумму. Например? Например, если в сомах сказать, где-то 30-40 тысяч сомов за год. Вы удивитесь, да? Такой университет и со студентов берет 30-40 тысяч сомов. И остальное государство доплачивает. Электричество больше сожжет. Да. Но остальное это государство обеспечивает. То есть Турция социальное государство, поэтому предоставляет такую возможность университетам. А есть такие частные университеты. Подожди. Обучение. Может, проживание? Может, там они стригут капусту? Нет, проживание тоже отдельно платят. Например, я по своему опыту хочу с вами поделиться. Например, я тоже в квартире живу. И... Может, ты запутался? 30 тысяч сом в месяц? Нет. Год? Это в год. 30 тысяч сомов в год. Квартира сколько стоит? Удивитесь тоже. Где-то 10 тысяч сомов двухкомнатная квартира. За месяц? За месяц. Но в таких больших городах, как Стамбул, это где-то будет там 15-20 тысяч. Двухкомнатная, трехкомнатная квартира со всеми условиями. Соответственно, уже несколько людей живут, правильно? Да, там несколько комнат будет. А если в кампусе хочу жить? Если в кампусе, то внутри кампуса есть общежития, которые тоже предоставляют отличные возможности. Например, там цена очень низкая. В размере со студентов берут где-то 4-5 тысяч сомов. Это с двухразовым питанием. Да. И еще с питанием? С питанием. Утром и вечером. Там питание можешь выбрать, как в турецких отелях.
то, что тебе нравится. Ничего себе. Есть такая возможность. Подожди, это дешевле, чем просто жить в Кыргызстане. Конечно, Я не говорю уже про то, что поэтому- образование получаешь. Поэтому мы хотим вот донести нашим студентам, либо кыргызстанцам. А чё, почему такая, что за условия такие офигенные? Может быть, какая-то квота есть для кыргызстанцев, что там больше 100 человек кыргызов не может учиться в Стамбуле? Нет, такой квоты нету. Такой квоты нету. Например, есть у них правительственная стипендиальная программа, там есть квоты. Например, эта программа предоставляет стипендию и бесплатное обучение. Но там есть квоты. Например, не все могут поступить. Конечно, в Кыргызстане за год где-то 15 тысяч студентов поступают В Турцию? в Турцию по этой Ага. квоте. И из них где-то 60-80 студентов только получают, выигрывают эту Вот стипендию. эту стипендию. Да. А также можно как бы через организации, такие как мы, Ага. поступить. Но это будет на контрактной основе. И, как я уже отметил, 30-40 тысяч сомов за год они будут платить. Да это вообще какой-то нереал вообще. Поэтому... А сколько сейчас кыргызов учатся в университетах? Не знаешь такой цифры? Примерно. Так, по-моему, 1000-1500 должно быть в общем в Турции. Да? Да, если я не ошибаюсь. Например, в этом университете 7 студентов из Кыргызстана обучаются. 7 студентов, да. Ага. И, в принципе, сейчас уже кыргызстанцы узнали, что есть такая возможность в Турции, и поэтому выбирают ее. Да я в шоке, подожди, блин. Это реально дешевле, чем в Кыргызстане, по-моему, обучение. Дешевле Качественнее, и интереснее. качественнее. Конечно, здесь преподаватели тоже очень качественные, это профессорский преподавательский состав. Обычно они заканчивают там в Европе, в Америке эти свои учебы, поэтому намного качественнее. Хорошо. Так, мне условия финансовые нравятся, универ вообще офигенные. Мы, кстати, сейчас в частном университете находимся, Да. да? А вот эти государственные, может, они какие-то обшарпанные, там ничего нет, Ни не в коем спортзал. случае. У них есть определенный стандарт, Ага. где Может, ты нас они- сюда привел, супер Специально, красава, чтобы- да, вообще офигенно все инфраструктуру показал, а потом студентов затащишь в какой-нибудь там, я не О, знаю, нет, нет, нет. обшарпанное здание. Во которое всех вот университетах тут вот. такие. Кстати, государственные университеты, Ага. если честно, намного лучше, чем частные. Потому что государством поддерживается. И когда рейтинги мы смотрим, там в основном именно государственные университеты находятся на первых местах. Поэтому мы своим студентам тоже предлагаем именно государственные университеты, чтобы и по цене, и чтобы потом можно было получше трудоустроиться и так далее. То есть в государственных намного лучше, я бы сказал, чем в частных. Но среди частных тоже есть несколько университетов, которые предоставляют отличные возможности. Например, этот университет, УЗИ. Прикольно. Так, что нужно, чтобы человек мог поступить сюда? Какой алгоритм действия? Он должен быть сверхумным, я не знаю. Что? Умным прям не обязательно. Так. Это зависит от выбранной специальности. Например, если он хочет на программиста, либо на инженера, то там уже требуется именно вот эта сверхумность. В чем она заключается? В знании там, математики, физики, именно точных наук. А если в более гуманитарные, то со средними баллами можно поступить. Там, например, в менеджмент, либо коммуникация, либо такие вот программы, такие профессии можно овладеть. Подожди, а в итоге он сдает какой-то экзамен местный, да, там в Кыргызстане? Или как? Мы берем студентов на основе аттестации. Мы смотрим, да, кыргызский аттестат. Так, Мы смотрим там баллы. и сколько его. нужно минимум? Каких Ну, вы вообще отсеиваете? Минимум на 4 он должен учиться. На 4 он, да, на 4 должен учиться. Тимирлан, сын мой. Понял, да? 4 Да. минимум. Так, А остальных, к сожалению, ну, возможности не будет. Даже если сюда придет, даже если сюда не придет, если поступит, то ему очень трудно будет. Он должен будет пахать на высоком уровне. понятно. В общем, Здесь нужно нету иметь хотя бы 4, да? Да. То есть это база, школьная база должна быть. Школьная база, где изучают там основу
разных дисциплин, математику там и так далее. Ну, это я понял. Смотри, значит, у него хорошие оценки, вот такие, окей, скорее всего, ты сможешь учиться. Что дальше? И, конечно, желание должно быть, и определенные финансы должны быть. Сколько? То есть Вот, это- может быть, ты там 10 штук баксов Это точно берешь, такие же чтобы- финансы, это точно такие же финансы, которые они выделяют на учебу в Кыргызстане. Например, в Кыргызстане за год 30-40 тысяч сомов платят за контракт, там за проживание где-то 10 тысяч, там с питанием 10 тысяч сомов где-то. Точно такая же сумма сюда уйдет. Очень важно сказать, что в этом университете огромное внимание уделяет именно тому, чтобы студенты не просто научились, да, чему-то, а они еще стали предпринимателями. Здесь есть специальный, назовем это, предпринимательский центр. Более того, в этом предпринимательском центре ребята, вот тут их постеры, да, рассказывающие о том, что они изобрели, насколько они там популярны и название их компаний. Так вот, здесь учат студентов именно заниматься предпринимательством, вкладывают даже в них деньги. То есть, если их идея нравится университету, университет финансирует некоторые эти идеи, и потом рождаются какие-то компании, которые действительно занимаются коммерческой деятельностью. Здесь просто совершенно другая атмосфера, я вам честно хочу сказать. Мне лично просто нравится здесь находиться, не говоря уже о том, что тут можно получать образование, а возможно даже начать свою большую-большую предпринимательскую историю. Где получать образование, это, конечно же, решать вам. Олег, вот человек показал вам свои четверки, пятерки, вы поняли то, что он может поступить. Дальше что ему нужно, чтобы наконец-таки сбылась его мечта? Его долгожданная мечта. Да. У нашей компании есть услуга. Мы предоставляем 3 варианта услуг. Это первое, просто зачисление в университет. То есть к нему приходит письмо от университета, то, что он уже является студентом этого университета. Это как? Это просто вы позвонили в универ, он говорите, у меня есть Бакот, красавчик, берите его. Он такой, да-да, берем Бакота, вот Мы вам звоним письмо. в университет, Да. отправляем им документы, там Ага. аттестат, паспорт и так далее. Так. Вот они уже на основе этих данных зачисляют студента в университет. Да хорош, а Да, вот да, эти да, да, да. экзамены, там, О, нет, переживания. таких- там. Прям таких нету. Главное отучиться в школе хорошо, на четверке, пятерке. Учитесь в школе на четверке, важно. пятерке, это важно. Офигеть, вообще круто. Я Потом- помню, я потел, умирал. Во-первых, я в школе там этот экзамен сдал, потом мне нужно было сразу еще в универ сдавать, и я там это лето просто на валидоле был. Дрожали же мы. Да, а здесь что не надо, здесь вам позвонил. Ну ладно, может ты капец берешь какие-то взятки за это. О, Сколько нет. у вас стоит эта услуга? Услуга от $800 до $2000. Так, а Это от почему? университета зависит, Так. от направления зависит. Именно на какую профессию он хочет поступить. И университет тоже важен. Именно университет в каком рейтинге находится. Мы на все это смотрим и уже предоставляем студенту вот варианты. Сюда можешь поступить. $800, что входит? Чисто ваши услуги, то есть туда не входит ни оплата университету, ни его Нет, перелет. туда, да, Только ваша только услуга. наша услуга. Но в эту услугу входит, мы провожаем в Кыргызстане студента, встречаем их здесь, Так. довозим до университета, заранее для них находим квартиру либо общежитие, то есть заранее мы им показываем там наши варианты, вот такая квартира есть по такой цене. В общем, наготовенько. Да, приезжает. наготовенькие они. Все документы делаем, то есть визу, страховку и так далее. Регистрируем в университет, они просто начинают учиться. Им вообще не придется голову ломать, куда, что, с чего начинать. Слушай, ну интересно. Давай поговорим про вашу компанию Tenwell Group. Вы ее когда открыли? Мы ее открыли в 2020 году. Самое плохое Да. время, которое только можно Да, придумать. к сожалению. Так, Но сколько вложили вы денег тогда? Ну, где-то $2000 мы вложили. Да, там на рекламу, на офис и так далее, на все наши расходы. Мы вложили эти деньги, а потом уже начали рекламировать компанию. Там набрали определенный состав сотрудников и начали рекламировать компанию. И уже мы вот 2021-2022 год уже отправили первую партию наших студентов. Уже 20 студентов.
сейчас от нашей компании учатся, и мы думаем, что это, в принципе, неплохой результат для первого года и, как вы отметили, для постковидный период. Понятно. Ну и вообще, насколько у вас, сколько вам нужно студентов отправлять в год, чтобы оправдывать свои вот эти затраты? Мы планируем минимум 100. 100. Это возможно. А по сколько уйдет на ваше содержание офиса, сотрудников из этих 100? Из 100 где-то 20. 20, Да. То есть все, что выше 20, это у вас Это уже будет прибыль. уже прибыль будет. Круто. На рекламу, там на это все будет уходить, эти 20-ка. Вот. Ну, в общем, Остальное- вы уже вышли на Себес, да? Да, Сейчас дальше больше. дальше больше. Надеюсь, благодаря выпуску у ребят появится больше клиентов. Слушай, ну вообще какая-то фантастическая история. 30 тысяч сом за год. И общежитие тоже, еще и с питанием. Конечно. И качество. спортзал, и Спортзал. все. Я не знаю, может быть, у них не будет котироваться их диплом. Ни в коем случае, ни в коем случае. У них диплом европейского стандарта, например, европейские страны 100% будет котироваться. Там в частной организации будет 100% котироваться. Вот. Таких проблем потом не возникнет. В принципе, наши студенты и мы сами, например, наши друзья тоже окончили университеты в Турции, и с этой проблемой они не сталкиваются. Слушай, так вы сами, учредители, Да. закончили здесь обучение. Да. В чем как бы ценность Tenel Group? Вот вы сами поступили, вы же, наверное, сами как-то сюда нашли дорогу, Да. пробились. Ну, в чем как бы, интересный почему вы вдруг случай. решили? Мы основали компанию с моим другом. Можно привет передать? Да, давай. Азиз, привет! Вот мы с ним основали эту компанию, мы сидели за столом и начали обсуждать разные идеи. И вот он мне рассказал, поделился с этой идеей, потому что у него долго назревало это, он видел такие возможности. И вот мы решились открыть эту компанию с другом. Сейчас мы совладельцы. И наша цель в чем заключается? Вы знаете, наша цель даже не получить прибыль, а именно создать студентам, создать кыргызстанцам вот такие возможности. Потому что мы видим то, что только через образование можно поднять и общество, что государство. Поэтому мы хотим вот внести свой маленький вклад в процветание нашего общества Кыргызстана. Ну, то есть вы думаете, что благодаря вам большее количество студентов сюда поступит? Да. Это расширит их мировоззрение. Давай по-другому задам вопрос. Если человек сам захочет поступить в турецкий университет и через вашу компанию, в чем разница? Если он сам решит поступить, то есть вариант, то, что он не пройдет в университет. А с помощью нашей компании он пройдет. Потому что у нас с университетами есть соглашение, где они обязуются принять студента. Ничего себе. То есть они вам доверили, грубо говоря, отсев студентов, да? Да. Вы принимаете решение и, по сути... Мы принимаем решение и отправляем. Ему Но если он вам заплатил, но не поступил, деньги-то вернете? деньги нет. No. Такое было? Такого не было. Не В было? принципе, да, потому что уже на процессе составления договора, как бы они уже осознают это. Они заранее выбирают предметы, университеты и заранее оплачивают нашу услугу, и мы уже начинаем весь этот процесс. Ну, грубо говоря, кейсов таких не было, Да, когда не было. вам заплатили и не поступили. Но в то же время, если такое произойдет, деньги не вернете. Да, деньги не вернем. Понятно. Потому Серьезно что вы. ну, со всей серьезностью должны подходить к этому делу. И также такого не было, чтобы мы привозили студентов и оставляли их здесь на произвол. Мы считаем то, что самое важное – это имидж компании, имидж наших сотрудников и тоже личный имидж. Некоторые, наверное, знают, я учусь на пилота, вот, и в этом университете есть факультет авиации, то есть можно обучиться на пилота. Вообще просто фантастика. Ну, допустим, человек поступил в университет, а как дальше? То есть, может быть, здесь очень сложно учиться, и они тут улетают с первого-второго курса. Очень сложно, учиться очень сложно, действительно, но есть такая сторона. То есть обучение направлено на студента. Если, скажем, студент не смог сдать определенный предмет,
он может летом, когда другие, конечно, отдыхают, он может летом обратно взять этот предмет, отучиться и сдать. Если и тогда он не сможет, то на следующий год обратно он может взять этот предмет и обратно отучиться, сдать. То есть его не отчисляют из-за того, что он не смог сдать один предмет. Но он должен учиться по этому предмету. То есть никаких поблажек не будет. Там никаких левых движений не должно быть. Ну, что значит Только левый учеба. движение? Ну, коррупцию имею в виду. Он не сможет предложить Понятно. Ну, там преподавателю денег и да, это только учиться. кыргызская действительность. К сожалению. Да, Я не здесь хотел об такого этом говорить, но немного отметил. Вот во все, что ты рассказал, сложно верится, честно. Может быть, есть какие-то подводные камни, о которых я не знаю. Вот если раскрыть все карты. Никаких подводных камней действительно нету. То, что как оно есть, я рассказал. И учиться действительно сложно, потому что это другой язык. Либо он на турецком, либо на английском. Ну, турецкий, Поэтому- кстати, легче, да, нам? Турецкий, конечно, потому что у нас корень один, поэтому кыргызам, казахам там намного легче, они намного легче осваивают это. Ну, очень много похожих слов, там грамматика похожа, поэтому нам не сложно. Но даже при этом трудно, потому что академический уровень — это все-таки академический уровень, и там ты должен читать книги. Кстати, очень много задают читать книги, анализировать книги. Потом задают писать разные статьи, там, критику на эту книгу. Например, я через это прошел, и мне действительно трудно было, несмотря на то, что я целых 1 год изучал турецкий язык. Я потом уже на 2-м, на 3-м курсе уже понимал то, что я только начинаю осваивать этот язык. Да, гуманитариям в этом плане трудно. И, возможно, там некоторые предметы и подход к некоторым предметам обучения немного другая, чем в Кыргызстане. С этим тоже студенты могут столкнуться. Вот, поэтому они должны быть и готовы на то, что здесь очень трудно учиться. Например, давайте я тоже расскажу. У меня есть друзья, знакомые, которые 7-8 лет здесь учатся, бакалавриат. Их не отчисляют. Им говорят, вот давай, закончи, учись. И они берут определенный предмет обратно. И скоро закончат, надеюсь. И факультет инженерия, очень трудно там. Точные науки знать, тогда статистика, математика и так далее. Трудно. Но они учатся, их не отчисляют. То есть, если они видят, что человек как бы хочет, но не получается, Да. то ему дают там Да. 2-й, 3-й, 4-й Да, и предметы тоже студент сам выбирает, не как в Кыргызстане. Мгм. Там здесь несколько предметов есть, обязательных предметов. Их обязательно они берут, но многие предметы они сами выбирают по своему желанию. Там они могут взять предмет из другого факультета. Такая возможность тоже есть. Например, скажем, он не смог сдать экзамены по одному предмету, он на следующий год вместо этого предмета, чтобы пополнить вот этот кредит общий, может взять другой предмет. То есть не обязательно прям сдать этот предмет. Там хорошо, он не смог сдать этот предмет, но он может взять другой предмет вместо этого и уже его сдать. В общем, какая-то система совершенно невероятная. Я, человек, отучившийся в 90-е, могу сказать, что у нас было все по-другому. Если ты не сдал конкретный предмет, ты дальше не пройдешь. Болонская система образования, максимальная концентрация именно на студента, а не на преподавателя, и не на университет. Понятно. Сколько академических часов в день обучения в среднем? В день час-полтора часа. Это как? Одна пара, что ли? Да, одна пара, но между ними дают перемены, там 10 минут, 15 минут и так далее. В день. Подожди, я не понял. Я когда учился в универе, у нас там было 3-4 пары. Есть- Мы там учились есть- по полдня. Да. Есть тоже такие пары, которые 3 часа, например. Там через каждые 1,5 часа тоже дают определенные перемены. Давай так, я по-другому задам вопрос. В течение дня, когда начинается обучение и когда оно заканчивается? Так, я отучился на магистратуре. По Да? специальности? Политология и государственное управление. М, Магистратуру я окончил. И вот на магистратуре дни мы тоже сами выбирали с преподавателем. То есть мы смотрели, какой день удобен и для нас, и для преподавателей мы выбирали. И, в принципе, каждый день по одному, по 2 предмета мы проходили в день. Поэтому, в принципе, где-то 3-4 часа, в общем, уходило. Подожди, а потом что вы делаете? А потом уже мы концентрировались именно на научной
деятельность именно на исследовании. Мы писали статьи, там дополнительно мы ходили в библиотеки, дополнительно дома занимались, дополнительно писали статьи. Именно это забирает большее время. Турецкий студент должен быть высоко, как это правильно-то, господи, Подготовленным? самоорганизованным Да, товарищем. кстати. Его никто не будет заставлять учиться, да, Да, получается? кстати, мы тоже это заметили. Причем наш минус, к сожалению, мы не прошли именно вот эту самоорганизованность. Мы очень плохо овладели именно умением заниматься дополнительно. То есть, когда мы видим турецких студентов, они прям очень досконально, очень качественно и системно подходят именно к дополнительным занятиям. Они сами дополнительно приходят в библиотеки и прям занимаются. В библиотеке 24 часа работают, кстати, здесь, в университете. Нету такого, да, что ночью выходите, закрываемся? Да, нет такого. Студент может 20 часов приходить заниматься, там кафетерия будет открыта для него, там может кофе попить и так далее. Вот я сам по таким условиям занимался, поэтому я делюсь такой информацией. И во всех университетах похожая ситуация. Понятно. А экзамены как сдаются здесь? Есть письменные экзамены, то есть нам определенные вопросы задают, и сидим и пишем ответы на них. Есть, например, у бакалавриата есть тесты, тоже по некоторым, и это тоже преподаватель определяет. То есть преподаватель намного автономнее от университета. Он может сам тоже некоторые коррективы внести, там, по желанию и так далее. Да? Автономность. И есть определенные тесты, там вопрос и несколько ответов. Студент определяет этот ответ и так далее. Вот. Есть письменный. Там определенные 2-3 вопроса. Например, мы так сдавали свои экзамены. Есть 2-3 вопроса, и на них письменно отвечаешь на эти вопросы. Я понял. А какая система оценок? Там зачет, не зачет или пятибалльная система? В Турции 100-бальная система. 100-бальная система. Там А, ББ, АБ, там Б, С, так делится. То есть это трудно для нашего восприятия, для кыргызстанского восприятия очень трудно это. Например, от 90 до 100 это пятерка. Там от 80 до 90 там четверки и так далее. То есть так можно посчитать. Немного сложновато для восприятия. Окей. Давай задам такой вопрос. Насколько тяжело найти работу после того, как ты отучился здесь? Куда вообще народ идет? Они остаются здесь, в Турции, или они возвращаются, или вообще куда-то в третьи страны мигрируют? Точной статистики нету, общей статистики. Ну, но такое, по чисто личному, твое если мнение. по личному опыту, то есть друзья, которые тоже в Кыргызстан возвращаются, и они уже в частном секторе работают. У меня еще мало друзей, которые на государстве работают. Там они трудоустраиваются именно в частные сектора и там работают. Есть также друзья, которые здесь остались, в Турции. И, например, этот университет, оказывается, по рейтингам стоит на первом месте. Студенты, которых находят работу, часто трудоустраиваются на рынке. И в Турции есть такой тоже рейтинг среди университетов. Окей. Как этот бизнес влияет на экономику? Ну, я смотрю только положительно, потому что люди обучаются новым знаниям, которые могут применить уже непосредственно в своей жизни, научиться чему-то новому, а потом привнести в ту страну, где они живут. Или же в другой стране, неважно. Самое главное то, что они могут себя найти. И здесь очень здоровая атмосфера. Все люди улыбаются, нет вот этой вот какой-то коррупции, да, там среди преподавателей. Очень безопасно. На входе как бы работает профессиональная охрана. Нас даже не пускали сюда, кто вот такие и все такое. То есть, ну, максимально не переживаешь за своего ребенка, когда его отправляешь сюда. Здесь на самом деле очень безопасно и атмосфера очень правильная. Вот ее как-то охарактеризовать по-другому сложно. Сегодня был необычный выпуск, не совсем про производство, немного про бизнес, но самое главное, он был про будущее. Если вам понравился этот выпуск, да и вообще, если вы смотрите мой канал, но все еще на него не подписаны, срочно подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и оставляйте умопомрачительные комментарии. Ну а я пошел дальше.